1 марта 2024 года размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек, был увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Правительство направит более 8 миллиардов рублей на обеспечение таких выплат. Распоряжение о распределении средств между регионами подписал Михаил Мишустин. Решение принято по поручению президента, которое он дал по итогам послания Федеральному собранию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам. По мнению Слуцкого, подобные изменения поспособствуют повышению безопасности дорожного движения, снизят аварийность и обеспечат справедливые условия для оплаты проезда мотоциклистам. В своем обращении Слуцкий отмечает, что на сегодня легковые автомобили и мотоциклы входят в одну категорию. Для них установлены одинаковые тарифы для проезда по платным дорогам. Снизив стоимость проезда по платным дорогам, мы позволим участникам мотоциклетного движения больше ездить, устраивать мероприятия и слеты, отметил он. В 2024 году 12 регионов получат дополнительное финансирование на завершение строительства и модернизацию общеобразовательных школ. Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении на эти цели более 13 миллиардов рублей. Новые учебные заведения до конца этого года появятся в Мордовии, Удмуртии, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане, Чечне, Краснодарском крае, Владимирской, Воронежской, Московской и Псковской областях. В общей сложности будет создано более 20 тысяч новых учебных мест. Работа идет в рамках госпрограммы развития образования. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил с 30-летним юбилеем воспитанников, выпускников, педагогов и сотрудников Горского кадетского корпуса. Руководитель субъекта отметил, что Горский кадетский корпус по праву занимает одно из ведущих мест среди учебных заведений Северного Кавказа. Ингушские кадеты в числе постоянных победителей различных конкурсов и соревнований достойно продолжают героические традиции ингушских воинов. Это учреждение стало колыбелью настоящих ценностей и крепкой основой для воспитания защитников нашей страны, где каждый юноша учится быть сильным во всех смыслах этого слова, подчеркнул Калиматов. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел совещание с членами оргкомитета по празднованию столетия республики. Была обсуждена подготовка к предстоящим юбилейным торжествам, включая культурные и массовые мероприятия. Цель властей – создать комфортные условия для всех гостей и жителей республики. А для тех, кто не сможет присутствовать на главном концерте, организуют трансляцию во всех муниципалитетах. На заседании оперативного штаба был рассмотрен ход весенней посевной кампании. Отмечено, что все аграрные работы выполняются в соответствии с заранее утвержденным планом. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона информирует, что для проведения сезонных работ было задействовано более 600 единиц сельскохозяйственной техники. В текущем сезоне озимые культуры занимают площадь в 29 тысяч гектаров, где уже проведены все необходимые агротехнические мероприятия. Под яровой сев отведено 42 600 гектаров, из которых на данный момент засеяно чуть больше 31 тысячи гектаров, что составляет 73,6% от плана. Ежегодно, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Гипертония является широко распространенной в мире эпидемией, поражающей как развитые, так и развивающиеся страны с напряженным нервно-эмоциональным жизненным фоном. Врачи называют гипертонию тихим убийцей, так как она протекает без ярко выраженных симптомов. Поэтому так важна профилактика заболевания. Сегодня медицинские специалисты приглашают всех желающих пройти бесплатное медицинское обследование в учреждениях здравоохранения республики. Это отличная возможность проверить уровень артериального давления и получить профессиональные рекомендации от врачей.